деньги на покупку воздушных судов выделит российский Кабмин. Какую сумму и какие самолеты будут приобретать? Заседание Комитета Госсобрания прошло в больнице. Что обсуждали народные депутаты? Итальянский пианист Андреа Марло и лауреат международных музыкальных конкурсов Глеб Степанов выступили на сцене поселка Удачный. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. До конца года российский Кабмин выделит около 10 миллиардов рублей на покупку воздушных судов «Сухой Суперджет-100». Соответствующее постановление правительства вступает в силу сегодня. Самолеты предназначены для последующей передачи в лизинг региональным авиакомпаниям. На трассе Вилюй продолжается строительство мостового перехода через реку Марха. Сегодня подрядная организация «Сибмост» отчиталась о ходе работ. Искусственное сооружение относится к разряду уникальных с 4 пролетами, превышающими в длину 100 метров и заглублением подземной части ниже уровня реки 24 метра. Длина моста составляет 560 метров. На данный момент на объекте на 100% сооружены 4 опоры, остальные 2 готовы на 40 и 60%. Также выполнена отсыпка земляного полотна. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2019 года. Мы вышли из воды. Только, к сожалению, не видно было этих работ, поскольку там были большие водолазные работы. И это, в общем-то, как говорится, тот фундамент, на котором будет стоять мост. Сейчас уже мы подтягиваем контурные блоки, будем начинать бетонировать опоры и возводить их, поднимать. Прибыл металл. Через неделю-две будем укрупнять металлоконструкции и готовиться к концу года к первой надвижке. То есть будут возведены первые опоры, собран аванбэк и начнем, так сказать, уже показывать, уже визуально будет расти. И в следующем году, так сказать, в соответствии с контрактными сроками мы будем вводить этот объект. С сегодняшнего дня Госавтоинспекция Якутска проводит массовые проверки. Главная цель – выявить водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, проверить использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств и на другие нарушения ПДД. Рейдовые мероприятия продлятся до 14 октября. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте. Сегодня в больнице номер 2 экстренной медицинской помощи состоялось выездное заседание Постоянного комитета Государственного собрания по здравоохранению, специальной защите, труду и занятости. Депутаты и члены правительства ознакомились с отделениями нейрореанимации, кардиореанимации и другими, а также схемой доставления таких больных и статистикой заболеваемости. Национальный проект с 2019 года с расчетом на 3 года. Наша больница заявилась туда с капитальным ремонтом и обновлением медицинского оборудования. В течение 3 лет мы должны получить больше 400 миллионов рублей. В 2019 году это 145 миллионов рублей на обновление медицинского оборудования и медицинской мебели. Тогда, когда условия пребывания наших пациентов, их диагностика, лечение еще будет намного лучше. В Якутске в стенах Республиканской больницы номер 3 подвели итоги профессионального конкурса среди врачей и медицинских сестер. Организаторы мероприятия – представители руководства и первичной профсоюзной организации больницы. Артур Габышев продолжит. Отбор проходил путем выдвижения кандидатов из медицинских структурных подразделений Якутска. Участвовали 16 человек, из них в финал вышли 5 медработников. Главная цель мероприятия – повысить интерес к работе врачей и не только. То есть это врачей, среднего медперсонала, не только медицинских сестер, но и фельдшеров, инструкторов лечебной физкультуры, они тоже относятся к среднему медперсоналу. Ну и в целом рассмотрение его творческого потенциала тоже. И участие в общественной жизни, чтобы были они активными участниками всей общественной жизни, не только по республиканской больнице номер 3, но и по всей республике. Сам конкурс проводился в 3 этапа. Отчет о профессиональной деятельности участников в больнице за последние 3 года, активная работа в общественной жизни больницы и участие в конкурсах на республиканском, российском и международном уровнях. Мы по каждому разделу установили баллы и по итогам баллов
было, голосование, даже мы сделали тайным голосованием, так скажем, да, члены жюри, чтобы не было, потому что, а в жюри участвовали все, и профсоюз наш, и все представители всех наших структурных подразделений, то есть это поликлиника, 2 стационара и Центр персонализированной медицины, чтобы было объективное подведение итогов. Финалисты были представлены в 5 номинациях. В финале каждый показал видеовизитку. Роман Васильев посвятил медицине большую часть своей жизни. За 33-летний стаж в области эндоскопии ему присудили номинацию за верность профессии. На конкурсе он рассказал о своей учебе в Москве и Ленинграде и представил довольно крупную научную работу. Прежде всего, свою практическую работу за период, как я работал, особенно последние 3 года работы. Что я сделал профессионально, сколько диагностических исследований, сколько лечебных, оперативных исследований, какие новые методы внес в этой специальности. Это все отражено в этой конкурсной работе. Такие конкурсы повышают не только профессионализм и престиж врачебной специальности, но и позволяют врачам представить себя и свою работу за пределами собственного коллектива. Артур Габышев, Владимир Попов, Якутск. День чистых ладошек отметили учащиеся 2-й школы Ленска. В целях профилактики вирусных заболеваний и кишечных инфекций сотрудники Роспотребнадзора рассказывают о правилах личной гигиены. Анна Кожевникова с подробностями. Грязные руки – рассадник заразы. Такую и подобные фразы каждый человек слышит с детства от взрослых. О соблюдении правил личной гигиены детям рассказывают все – родители, воспитатели, педагоги. Ученикам школы номер 2 о вреде грязных ладошек поведала сотрудник Роспотребнадзора. 15 октября Всемирная организация здравоохранения отмечает День чистых рук. И в связи с этим территориальный отдел Роспотребнадзора в Ленском районе проводит акцию «Чистые ручки». Во всех учебных учреждениях Ленского района, дошкольного и общешкольного образования проводятся лекции, читаются классные часы и минутки здоровья. Интересный и полезный урок в игровой форме. Подробный, приближенный для детей рассказ о путешествиях микробов по организму человека оставил не только положительные впечатления у детей, но и отложил в памяти необходимые знания. Нужно мыть руки каждый день после еды и перед едой. Мою перед едой руки, чищу перед сном зубы, утром чищу зубы. Мою руки, когда прихожу домой, убираю, сделаю уроки. Потом опять помою руки и пойду погуляю. Потом приду, помоюсь и все. Такие выходы в образовательные учреждения Ленска сотрудники Роспотребнадзора организуют с регулярной периодичностью. Ведь профилактика всегда лучше, чем устранение последствий. В осенний период, когда в соцобъектах разгуливают вирусы ОРВИ и гриппа, такие мероприятия особенно полезны. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Впервые итальянский пианист, виртуоз Андреа Марло и лауреат международных музыкальных конкурсов Глеб Степанов посетили «Удачный» с концертом. Программа, посвященная 180-летию основателя первой российской виолончельной школы Карлу Давыдову. Какие произведения были представлены зрителям, расскажет Злата Курбанова. Удачно мы попали в удачный. Так воскликнул итальянский пианист Андреа Марло, приехав в приполярный город. Именно отсюда он со своим коллегой, знаменитым виолончелистом Глебом Степановым, начали свой гастрольный тур по городам Дальневосточного округа. Наш тур, как и сегодняшняя программа, посвящен 180-летию со дня рождения Карла Давыдова, великого виолончелиста, композитора, педагога, музыкально-общественного деятеля, который является основателем российской виолончельной школы. И не случайно Чайковский называл Давыдова царем всех виолончелистов. Он был современником. Программа визита гостей краткая, всего 1 день. Но за это время со сцены школы искусств они успели исполнить произведения Баха, Шопена, Чайковского и, конечно, самого Карла Давыдова, основателя первой российской виолончельной школы. Его произведение «Концертная аллегро» музыканты впервые сыграли дуэтом. Произведение очень связано с войной и очень драматично. Польша тоже очень патриотический народ,
поэтому это произведение всегда очень сильно для публики. И сегодня как-то был тоже очень военный программ, поскольку Шопен была баллада, скерцо, Франк это отдельный мир, Давидов был очень военный, очень героический. И имеет смысл в наше время, потому что героизм это то, что нам надо постоянно. После выступления в Удачном музыканты сразу отправились в Иркутск. Но с Якутией они расстаются ненадолго. Уже 25 октября они вновь вернутся в республику и выступят в Якутске. Дальше их тур продолжится с концертами в Мирном и Айхале. Злата Курбанова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». В Мадуне проходит республиканский турнир по Северному многоборью, посвященный памяти Александра Иванова, награжденного орденом Мужества и геройски погибшего в Чеченской Республике, защищая конституционную и территориальную целостность России. С нами на связи наш корреспондент Анастасия Данилова. Анастасия, приветствую, вам слово. Юлия, добрый день. Сейчас в спорткомплексе «Мадун» проходит торжественное открытие республиканского турнира по Северному многоборью. По традиции, после торжественной церемонии открытия соревновательную программу откроет северный тройной прыжок. Затем спортсмены будут состязаться по метанию аркана. На следующий день пройдет проверка на выносливость, бег с палкой по пересеченной местности. А далее метание топора на дальность. И в заключительный день мы станем свидетелями самой зрелищной дисциплины прыжков через нарты. Главным судьей турнира будет работать Анатолий Попов. Он и поделился с нами своими предположениями. Давайте послушаем, кто, по его мнению, является безоговорочным лидером. На сегодняшний день сейчас присутствует чемпион России двукратный Алексей Сазонов из Черепчинского улуса. Представляет сам Серниколымского района. Он сейчас действующий чемпион. И пока по первому виду он пока лидирует. Также надеемся на по сумме многоборья тоже его увидеть на первом пьедестале. Это был прогноз от главного судьи турнира. Ну а мы продолжаем следить за развитием событий. Юлия. Спасибо, Анастасия. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Анастасия Данилова. Оставайтесь в курсе главных событий с нами. Всего доброго и до встречи в эфире.